Военный парад – яркое, запоминающееся событие, которое всегда в центре внимания всех, кто ждет главный праздник нашей молодой независимой страны – День Победы в Отечественной войне. Не просто смотреть, а принимать в нем участие особенно волнительно. Это останется в нашей памяти, то, что мы приняли участие в параде в этой знаменательной дате. На самом деле мне очень приятно то, что я стою здесь, на этой земле, и принимаю в этом участие. Почти все нынешние участники парада – военнослужащие абхазской армии, ровесники Победы. Их отцы 25 лет назад сражались за свободу Абхазии, и поэтому идти стройным шагом по главной площади страны, высоко нести знамя Победы для этих ребят имеет особый смысл. Мне самому сегодня 25 лет, я родился во время войны, и для меня огромная честь действительно участвовать в таком вот мероприятии, которое затрагивает всю нашу республику и всех ее граждан, которые находятся вне. Я думаю, это, безусловно, очень серьезный день, который мы все ждем, и это праздник в первую очередь. Поэтому чувства действительно очень разные, смешанные, но в первую очередь это гордость, это очень волнительно, но приходится сдерживать эти волнения. Наши родители принимали участие активно, приносили нам победу, а также многие наши братья, братья наших отцов сложили свои головы, принесли нам эту победу. Эта победа для нас оказалась очень такая дорогая. Для каждой это честь пройти на площади Победы, прошагать здесь. В этом году вести военный парад будут легендарные дикторы абхазского телевидения Эйма Адлиба и Зураб Аргун. 25 лет назад вся Абхазия ждала их появления в эфире у экранов телевизоров. Во время Отечественной войны народа Абхазии Эйма Адлиба и Зураб Аргун вели информационные выпуски и доносили до людей долгожданную информацию. Все подразделения Министерства обороны готовы к торжественному прохождению. Техника и авиация также приведены в полную готовность. Готова к параду и сама площадь Свободы. Огромные баннеры с государственной символикой закрыли полуразрушенное здание бывшего Совмина. Подготовка пеших колонн парадного расчета идет в плановом режиме. Без срывов занятия в воинских частях отдельно ведутся. Еженедельно здесь, на площади Свободы, проводим тренировку. Уже в составе всего парадного расчета. На данный момент пока приглашенных нет. Они прибудут на генеральную репетицию 28 сентября. Это представители Кубанского казачества, Донского казачества, коробка от Республики Южная Осетия. А так все остальные наши воинские части плюс силовые структуры Республики Абхазия. Таким образом, генеральная репетиция с участием всех пеших колонн состоится в следующую пятницу. В этот день также предусматривается прохождение военной техники, имеющейся в вооруженных силах Абхазии, и пролет авиации. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.